по утверждению специалистов, страна заготавливает не менее 12 тысяч тонн ореха ежегодно. Но в этом году картина будет другая, она значительно хуже почему-то, потому что вы знаете вот, историю, связанную с мраморным клопом и так далее. В 2015 году, тогда я не был в составе парламента, но уже являясь активным, скажем так, видным представителем оппозиции, мы были против таких мер, потому что это не приносит никакую пользу нашим гражданам, потому что это касается около 8 тысяч семей, которые планируют бюджет, исходя из урожая, который они собирают, урожая ореха. Экспортную пошлину ввели в размере 25 рублей. Собрали 26 миллионов рублей всего, а должны были собрать около 300 миллионов рублей. Это было отражено в бюджете. Я хочу задать вопрос, я хочу получить ответ от главы государства. Где разница? Где деньги? Ореха нет, денег нет. Кто за это понес ответственность? Если это не есть расхищение, то что? С чем мы столкнулись в данном случае? Такая картина была в 2015 году, такая картина была в 2016 году, такая картина была в 2017 году. Куда делся орех? Куда делись деньги экспортные на орех? Дайте нам, пожалуйста, ответ. Ответ очевиден. Люди, которые занимаются, крышуют этот бизнес, они вместо того, чтобы взимать эту несправедливую пошлину, договариваются с крестьянами и забирают у них в виде ореха. Потом сами перепродают. И главное во всей этой истории состоит еще в том, что более 95% ореха уходит в Грузию. Не в Россию, а в Грузию. Там этот продукт перерабатывается, создается добавочная стоимость, и мы создаем рабочие места в Грузии, развиваем грузинскую экономику на таком товаре, как орех, при этом подрывая основы экономики у себя в стране и подрывая бюджеты тысяч семей. Вот экономическая политика, которая проводится действующим руководством страны. Я хотел бы, чтобы люди на это обратили особенное внимание.